Оленей. Килограмм 90 рублей. По 500. Яблочко. По 500, да? Черный холодный. Так, набор сыра какой-то. 30 рублей. Зеленый. Щир. 150. Какой был? 150 рублей килограмм стоит. Еще хорошо есть. Так, домашние продукты, брусника, сироп. Сливки 300 рублей бутылка. Грудинка, это курово, да? А отсюда сделано тоже молочка, да? Варенье, лепок, варенье с клубники. 400 рублей, полкило. Ну, цены, да? Ё-моё. А вот молоко местное у них, да? 95 рублей литр. Речки по 50. Огурцы местные в Союзе 285. Так, кровяная колбаса жеребячая. 800 бочки. Цены, короче. Ребро оленины 380. Рулет 450, 480. Котлеты. Оленина. Так, вот, короче, такие цены, короче. Ой, не упасть-то. Хлебокомбинат. Это свои продукты такой разные. Ты хлеба-то есть? А, вот. Батон тимирязевский, 50 рублей. Ё-моё, 68 рублей, что ли, стал стоить? Батон. Такого и нету хлеба обычного, да? Рубец. Так, вот что здесь продают. 3 человека смотрят, прекрасно. Сегодня у нас четверг, Якутск. Сейчас пойдем с вами по проспекту Ленина, прогуляемся вон в ту сторону. В ту сторону я ходил, в сторону площади Орджоникидзе, а вот сюда я еще не ходил. Посмотрим. Так, какие-то мероприятия здесь идут. А, цирк это. Так, цирк. Вот, а бар тоже пошел. 16 привет. Концерт какой-то будет. Вот таким вот образом. Так. Ну что с этой улицей? В эту сторону перейти. Что ли? Так, она вот в таком состоянии, она, в принципе, та часть сделана с той стороны, а здесь вот еще не сделано. Прогуляемся в ту сторону, посмотрим. Вот смотрите, какие. Ну здесь это ремонт делают, поэтому такие лужи. Поэтому такие лужи большие. Солнышко, тепло у нас. Наверное, все-таки +1, где-то +2. Где-то так. Погодка. Поэтому все начинает подтаивать.
капает кругом. Ну, капель какая. Слышно, да? Музыка. Проходим. Проходим. Побыстрее отсюда. Так. Ну и вот там где-то чуть подальше должны быть уже непосредственно работы. Вот, по-моему, там засыпали, а вот эту часть еще ее не делали. Еще ее не делали. Часть. Так. Ух, какую тут доску большую прикрепили. Смотрите, Федоров Михаил Михайлович, видный деятель. Так, ну и мы подошли. Все, горпечать, газетки продают. Видите, да? Ну, смотрите, как ветер. Это вечная мерзлота дает себя знать. Так вот не сырает все. Что-то тесно слишком. Слишком тесно. Так, здесь у нас народные промыслы. Магазин. И какой-то еще продуктовый. Так, вот здесь вот так вот машины ездят. Всяко разно. И вот здесь уже тупик. Здесь лежит балка. Она балка лежит. Смотрите. Ух ты. Сейчас мы посмотрим с вами. Так. А эта часть дороги, она... Ну, тут уже движения никакого нету, по идее. Так, вот эту копают. Она... Давайте вот сюда по балке, по этой, по свае не пройдем. О, смотрите, что с этой дорогой сделали. Она. Часть ее разрыта. Во. Еще не зачистили. Они, получается, еще ничего не делали с ней. Так, как теперь выйти? Так, смотрите, какая тут грязюха жуткая. У меня не сапоги, обычные ботинки. Как-то их жалко. Так. Чтобы ходить по грязюхе-то. Так. Ну, ручеек течет. Смотрите, видите, да? Куда-то туда стекает все. Ну так, по-весеннему дышится. Свежо. Начинает все таять. Воздух наполняется влажностью, свежестью определенной. Какие-то магазины. Бершка, Зара. Ну и мы дошли с вами до вот этого, как это называется, дом-то исторический. Правда, его переложили. Я прочитаю вам. Первая публичная библиотека. 2013 год. Что здесь? 21 год. Первая Якутская губернская конференция РКСМ. Архитектор Лишевича. Формируется государство. Так, и что вот здесь мы видим? Вот такие вот. Смотрите. Такая ямина. Угу. Вот такая вот ямина. Здесь можно даже пройти. Вот, велосипедистам уже становится проще ездить. Хотя, в принципе, еще местами, вот, смотрите, асфальт как надолблен. Так вот он надолблен. Ух ты, как
пройти, да? Чтобы не улететь. Опс. Так вот, опс. Ну и получается, вот эта вот часть, она сделана уже, но не заасфальтирована. Вот эта часть дороги, ее еще в том году, где-то в октябре начали, да? Вот она сейчас вот так вот выглядит. Тут получается у нас вот этот гравий насыпан и уже практически вровень с дорогой, хотя еще где-то сантиметров 30-40 где-то, 40-50, 30, да, где-то так. Коммунисты. И Киевская СССР, Саха СССР 100 лет в этом году баннер такой вывесили. Республики изначально. Так вот выглядел в 1922 году образовался Якутия СССР, Саха СССР от вождь Владимир Ильич Ленин. А это герб Советского Союза. В этом году столетие республики отмечается. Так, ну еще давайте еще погуляем по Сюдово. Благо можно ходить здесь. Пока транспорта нет. Правда неудобно. Потому что вот по этим камушкам ходить неудобно, но можно походить. Обычно так по проспекту только на демонстрации. Там 1 мая. Или раньше 7 мая ходить. 7, господи, октября. Или ноября. Я уже забыл. Ходили во времена манифестации трудящихся. Ну, можно вот так вот прогуляться сейчас. Это у нас теплая остановка, площадь Дружбы. Сейчас она, естественно, не работает, потому что смотрите, что тут. Ну, короче, ее раскапывали, эту дорогу, метра на 2 глубиной. И потом засыпали. Вот так вот многослойно там укладывали слоями все это дело. Так, вот. Камни бывают от этих машин отлетают. Надо чуть подальше держаться. Вот здесь еще, смотрите, здесь еще не растаяло. Ну, так в целом вот отремонтированный, не до конца еще участок работы. Но это, видать, должен вот этот весь снег сойти. Весь снег должен сойти, и потом уже будут асфальтировать. Асфальт еще, может, какие слои положат. Я не знаю, ну что-то будет. Так. Академия наук. Вот это здание историческое. Филиал Якутской академии наук России, СССР, да, в свое время было. А это театр оперы и балета. Якутский театр оперы и балета. Ой, я куда там пришел, да. Вот это площадь Дружбы. Вот она. Площадь Дружбы. Давайте туда сиганем. Кстати, вот в этом месте, да, где вот светофор, здесь при раскопках в том году было захоронение. Вот здесь вот как раз на этом месте найдено 17 века, по-моему, что ли. Угу. Площадь Дружбы. Театр оперы и балета. Академия наук. Якутский филиал. Ну и здесь ряд памятников.
этой площади есть. Вот подойдем сейчас вот к этому памятнику. Сейчас подойдем, и я почитаю, что вы там пишете. Кстати, вот старое здание, вот там видно, нет? Старое здание. Ой, это театр. Тоже старинное здание, его что-то реставрируют, обнесучивают. Вот там видно слиняя, да, такое? О, вдалеке стоит. Что-то с ним делают, хотят сделать. Долго уже ничего сделать не могут. Так, памятник такой монументальный. Так, тут QR-код у нас. Объект культурного наследия. Написано QR-код. И вот мы видим. Тут дерево такое, да? Все облазили, кстати. Смотрите, все отполировано. По-моему, он пустой внутри. Он не цельное, да? То есть литой. Так, ладненько. Так, как мне тут спуститься? Так вот, да? Так вот спуститься. Кулаковский. Кулаковский. Видный деятель Якутии в свое время с народа. Так, ну прогуляемся, давайте. Куда пойти-то? Вот сюда вот. Сюда дорогу. На участок тот, который отремонтирован частично. На него пройдем. Ну вот. По идее, еще что-то тут должны подсыпать, насыпать. Может, еще какую-то специальное полотно какое-нибудь положат. Посмотрим, как что будет происходить. Поэтому еще, короче, ремонт идет. Еще там надо им будет еще участок проспекта Ленина делать. Он не весь. И получается сейчас вот от площади Орджоникидзе до Короленко часть сделана, да, делают улицы. И вот здесь вот эта улица Кулаковского до улицы, ой, как она называется, Октябрьской, чуть дальше туда, Октябрьской, работы произведены. Ну а здесь вот тоже лежит свая, ограждение такое волосатое. И опс. Еще скользко, смотрите, грязь-то она скользкая. Вот улица Кулаковского. А это проспект Ленина. Участок, который не трогают. Ничего ремонтом не задевают. Институт горного дела Севера. Черского. Там дальше, если туда идти, кинотеатр Лена будет у нас. Так. И вот памятник Черскому. В честь него, кстати, поселок на севере Якутии назван. Академик Черский Николай Васильевич. Вот. Сколько я знаю, он поляк был. Ну, вот, отдал свою жизнь здесь, в Якутии. И вот этот институт именем его назван Черского. Имени Черского. СОРАН. Российская академия наук. Филиал. Отдельное здание. Такое внушительное. Так, и здесь мы... Ох, что тут творится-то, а? Вот этот участок дороги, который действует, на нем транспорта
очень много. Так, а тут озеро и на нем каток нынче, по-моему, не делали, да. Нынче на нем каток не делали. В прошлые годы, по-моему, был. Так, офис доставки Озон, Луковского 20. Мы видим. Ну, у нас Озон, да, есть офисы довольно много по городу. Поэтому можно заказывать через интернет. Частный детский сад Мэри Поппинс находится. Да, конечно, машины все в таком состоянии тоже грязным, потому что грязюха, пока вот это все не растает. О, боже мой, ну, так тарахтит-то. Пока все не растает, машины такие будут зачуханные есть. Так, здесь у нас Совкомбанк. Велосипедисты. Так, мы тут дорогу перейдем. Это здание его внесли, кстати. Так, все, придется ждать. Это улица у нас Ярославского. Вот эта улица Ярославского. Она, кстати, имеет продолжение вон там, вон, через это озеро. Продолжение имеет. Так, давайте я почитаю, пока стою. Господи. Тима, привет. Так. Угу. Люблю море. Тима, привет. Привет, люблю море. Вот у нас какая погодка. Смотрите. Весна, тепло. Впереди лето. Просто замечательно. Так. Шаман сейчас в Уссурийске. Кто такой шаман? Не знаю. Вот это здание его восстанавливают, что ли, обнесли памятник истории и культуры республики данского значения. Здание Якутской мужской прогимназии 1873 года. Смотрите, вот здесь. А вот здание его обнесли вот таким вот, закрыли. Там видно, не видно будет. Так, посмотрим. Тут пробка какая, смотрите. Так, сейчас проходим. Вот с этой стороны тоже. Ну тут только часть видно. Тоже здание Якутской мужской прогимназии 1873 года. Так, ух ты, навоз. Ё-моё. Да, вот тут часть только торчит вот этого здания. Вот так вот он выглядит. 1873 год постройки. Ну там какая-то комиссия лазит, смотрите. Что-то делают уже. Или что это? А вот это шахта Каргина. Очень глубокая. Вот так вот она сейчас сделана. Смотрите. И вот это еще здание тоже старое здание. Его тоже не сносят. Но оно... Тут был филиал Якутского госуниверситета. Там пожар был. Крыша прогорела и его что-то с ним хотят делать, а что вот неизвестно. То есть он в таком состоянии, сейчас находится. Тут еще снега сколько у нас лежит во дворах. Вот это здание. Тут очень такие толстые стены. Смотрите, какие стены здесь. Вот такие вот. И вот внутри, смотрите.
Лина Анатольевна, люблю Якутск, много лет как уехала, забыть не могу. Ага. Привет. Вот показываю для вас специально стримы. Делаю, пока есть возможность. Ну, вот это старое здание Якутского госуниверситета. Ну, вот видите, какие стены толстенные. Я же не знаю, когда оно построено, но оно уже стоит в таком виде довольно давно. Довольно давно стоит. Вот кирпич, все тут. В принципе, в нормальном состоянии оно. Единственное, что там крыша сгорела, там пожар был. И, конечно, сейчас оно какой-то ждет участи. Видать, его хотят отреставрировать или что там с ним сделать. Ну, потому что стены такие хорошие. Ну вот здесь вот видно, что разрушена часть. Да, ну тут местами, да, получается. Местами. Вообще, конечно, развалюха. И здесь вот такой вот дворик. Такой вот дворик. Интересно. Улица Ярославского, самый центр Якутска. Вон там видно перекрытия сгоревшие, обвалились. Там внутри, кстати, опасно ходить. Очень опасно. Тут есть проход, кстати. Ходят люди, но я туда не буду проходить. Вот смотрите. Там разруха полная. Лучше туда не ходить. Может что-нибудь свалиться на голову. Так. У нас везде лошади ходят. Что-то от них следы хорошие очень остаются. Даже посюда гуляют. Так. Ну и можно вот туда пойти, да, как бы. Это уже на набережную, да? Либо можно вот еще здесь походить. Давайте вот еще дом посмотрим. Там можно глянуть. Часть окон железом. Как бы сделано. Ну и тут внутри. Смотрите, там. Ух ты! Обвалился полностью. Вот эти балки только остались. Видали, да? Фига, да. Так что лучше там не ходить, еще все капает. Да. Тут можно увечье получить. Хорошая. Такая балка на бошку свалится или кирпич. Все. Хотя тут, в общем-то... вот здесь это хорошо видно. Видите, там сосульки висят. Сосули. Тут когда-то, видать, пол был. Тут чуть ниже, да? Но его тоже уже нету. И одни стены стоят кирпичные. Вот старые рамы сохранились еще. Довоенная, наверное, постройка, я думаю. Точно не знаю, брать не буду. Или послевоенная. Ну, когда тогда строили. Вот так вот фундаментально все, представляете? Оно еще, смотрите, какой фундамент. То есть не свайный фундамент, а вот так вот бетонный, да? Заливка такая бетонная. И вот так вот все вот. Оно вон лестница туда куда-то наверх. Видали, да? Гвозди какие-то древние. Обалдеть, да? Угу. Балка здесь деревянная. Куда она свалилась? Так. Тут скользко у нас еще надо ходить. Смотрите, накапало отсюда с теплотрассы вниз. Таким вот образом. Надо очень-очень осторожно. Скользко.
Вон еще окошко есть. Просто позаглядываем сюда. Интересно, что с этим зданием будет. Вот смотрите, какая арка такая круглая, полукругом. Ну, потолки хорошие, вот как раньше делали, метров по 5. Так. Ну, учебное заведение, по идее, там должны быть, пространство должно быть больше, чтобы коллективу можно было сидеть спокойно. Да, тут везде, смотрите, уже пробки, люди ходят, бродят, вот, что-то по мне подо мной проваливается. Смотрите. Ну, стена, смотрите, какая толстенная она. Метр, точно, метр. А здание двухэтажное. Двухэтажное. Так. Ну и сюда вот идем. Пробираемся. А вот тут еще есть проход. Еще один коридор, смотрите. Ух ты, смотрите. Какая здоровенная. Какой широкий коридор, да? Видали, арки такие вот полукругом. Обалдеть. Можно. Обалдеть. Вот раньше строили-то. Не жалели материала. А, смотрите, это эти бревна, которые сгорели с этого здания, тушили, видать, их, когда вот они остались здесь. Ну и вот с этой стороны еще окошки. Так, а мы на улицу Ярославского вышли с вами. Конец рабочего дня у нас. Вот так вот выглядит спереди это здание. Вот так вот оно выглядит. Исторический объект. Пытаются, видать, его восстановить. И вот в таком виде он несколько лет уже находится. Я уже не знаю, когда он сгорел. Ну, уже давно. Ух ты, смотрите, а у нас уже верба. Точно верба пошла. Смотрите, верба. Видно, да? И на этом тоже верба есть. Так что все реально. Реально. Весна в Якутске. Раз, значит, уже верба начала прорастать на деревьях, значит, все. Так, Ярославского 30 дом. Новые дома, соответственно, новые постройки. А с этой стороны вот такая вот хрущевочка длинная. Вот такая вот по Ярославского. Вот она такая длинненькая. Пятиэтажная, кстати. Тут их несколько однотипных таких. Так, у меня, кстати, заряд батареи 20% показывает. Так что... А это что за здание? Ярославского 30. Жилой дом. Жилой дом, да. Прямо в центре. Вот такой вот. Так, автобус только подъезжает здесь. Продукты. Продукты. Так что я сейчас недолго буду, всего 20%, поэтому быстренько пройдусь, покажу ситуацию. И все. Ну, у нас стекло, телефон поэтому не замерзает. Поэтому 20%, в принципе, еще можно прилично поснимать. Так, дошли до улицы Октябрьской. Там вот улица Октябрьская перекресток. Так, давайте сюда сиганем двориками.
Вдоль улицы ходить как-то не очень шумно и получается... Ух ты, а тут какой двор между вот этими домами. И, кстати, смотрите, вот это КПД здание, да? Четырехэтажное, да? 4 этажа. Это получается где-то в 70-е годы. Четырехэтажки. Вот эта КПДшка. А балконы, вот смотрите, как сделали. Застеклили их однотипно, чтобы выглядело все красиво, да? Как-никак это центр города. И это здание точно так же сделано. А это что за холмик, а? Слушайте, что-то первый раз здесь хожу. И вот какой-то подвес тоже интересный. Это лампы такие, да? А что же за холмики это? Первый раз я здесь снимаю. Это, видать, освещение. И там слон какой-то. Далее, да? Слон. Дети тусуются. Какие-то бревнышки заколочены. Там тренажерный, да, какой-то комплекс для лазения. И вот такие вот холмики. Холмики. И для чего они нужны? Они, кстати, вот такими столбиками отгорожены. Не очень я понимаю назначение их. Ну, у нас, вот, смотрите, начинается тайка потихоньку, но пока еще не все растаяло. Поэтому можно пройти через пару дней, через неделю. А вообще уже не пройдешь, не проедешь, я думаю. Да еще пока YouTube работает. Поэтому можно... Ох, а тут какая лужа. О, река. Река. Широка, глубока. Река. Так, мы вот Ярославского 39/1. Дом. Вышли. Вот там вот новая школа, гимназия. Вот видите, да? С таким вот на крыше у них какая-то, как это сказать, постройка такая круглая, с колоннами. А тут смотрите, сколько снега-то, а? Ой-ой-ой-ой-ой. И скользко, да? Нападало еще сверху, с крыши капает. Так, это у нас детский сад. Так, а как мы пройдем? Интересно. Советская еще постройка. Комбинат. Однотипные здания. Вот такие по городу их много было построено. Детских садов. Такого типа. Ну и проходим вот здесь вот дворами, двориками, где можно вот такие кучи наблюдать, льда, где-то накапало сверху, видать, из трубы текло. Видали, да? Ух, там даже что-то валится сверху. Ё-моё, осторожно надо ходить. Так, дворик тоже какой небольшой дворик. Много, как вы видите, людей на машинах ездит. Так, это мы куда сейчас выходим? Сейчас я почитаю ваши комментарии. Все понял, это мы вышли. Вот типография Гагарина, Юрия Гагарина, вот это вот здание желтое, да? Это мы вот с задней стороны вышли. Самый центр, там вот площадь Ленина будет. Вот остановочка Илтумен, парламент республики. Вот там флаги видно, да? Да. Ну а тут вот этот участок, он почему-то не застроен пока. Видать,
тут. Так, как нам пройти? Мне интересно, же там тоже еще одна заброшка есть. Снять ее. Какая здесь лужа шикарная. А что за помост? А, это, тут, видать, жилой дом был. Осталось от него. Кругом машины. А, вот она, заброшка. Вот там видно, да, одноэтажная. Мы когда-то ходили, снимали там. Интересный репортаж был. Ну ладно, не пойду я туда. По этой грязике месить. Грязь. Туда пройдем. Тут я так понимаю, я в район гаражей выхожу, да? В район гаражей. Ага. Они так вот расписаны. Кстати, топовое место. Понимаю, да? Тут рядом дома правительства, МСМ. Поэтому гаражи очень хорошие, наверное, по цене. Так, а как тут пройти? Что-то понять не могу. Посюда мы не пройдем посюда. Ага, спасибо. Да. Да. О, как сказали, куда идти. Это хорошо. Так. Ну, вот сюда вот пройдем, я надеюсь, да? Гаражи тут металлические стоят. Прямо в центре. А, осторожно, газ. Жутко. О. Так, слышу, работает вот это точила, или как она называется, когда чем-то пилят. Так, как здесь пройти? Оп, смотрите, тут какие снега. Ой, кто-то там громко говорит. Давайте мы сейчас миним это местечко быстрее, чтобы вас не смущать. Посюда пойдем. Ну, везде все капает. Вот типичный дворик выглядит вот так вот. Якутский фондовый центр, он там, кстати, вон вывеска. Так, и вот это вот здание, которое находится на улице Кирова, да? Вот это мы сзади его. Вот улица Кирова, видно, да? Так, кто там что написал-то? Читаем. Лина Анатольевна, люблю Якутск, много лет как уехал, забыть не могу. Угу. Поэтому мы снимаем для вас. Так, здесь там участок, парковка. Так, я как-то зашел сюда, все понять не могу. Удастся мне отсюда уйти или нет. Такие вот подъезды здесь. Надеюсь, что удастся. Так, как здесь пролезть-то, а? Сам залез на свою голову. И вот попал вот в такое вот местечко. Ну, а что? Вам, наверное, тоже интересно, да? Что и как. Смотрите, тут ледяное что-то все. Какие-то росписи здесь на стенах. Вот так вот все выглядит. Так. О. С этой стороны мы выйдем, пройдем, нет? Какой-то дом. Пройдем или так идти? Так, наверное, идти. Но здесь очень скользко. Слушайте, я как пройду-то? Ух ты, тут еще гвозди. Гвозди. Нужно сюда сигануть.
Или туда. Сюда вот, да? А главное не свалиться никак. Здесь это дым старинный. И здесь лужи. Да, зашел я. Не в тему. Вон там можно выйти. Главное не наделать. Не глубоко не провалиться. Вот он проход. Есть, можно здесь выйти. Да, успешно. Блин. Ё-моё, туда чуть не провалился в эту лужу. Сверху вроде бы там снег, а там, кажется, ни черта нет снега. Так, и вот мы куда вышли. Бизнес-центр, вот это здание. Якутский фондовый центр. Вот и здесь проходим сюда. Соляная лавка. Вот она. Но она, по-моему, реставрирована. То есть она довольно сильно покосилась. Я помню, как-то заходил сюда. Такая тоже типа ретро-здание, но его восстановили, по-моему, полностью его. Фундамент тоже переделали. Потому что его здорово повело. Такой вот здесь забор, но он тоже восстановленный, я смотрю. Тоже восстановленный. Так, эта улица у нас, она называется переулок Глухой. Здесь вот такие вот исторические здания. Они восстановлены, заново отстроены. Здесь вот такое вот тоже здание. Здесь у нас, я даже понять не могу, что за магазин какой-то, или что это. Ну и вот с этой стороны ЗАГС, здание ЗАГСа, где Преображенская церковь. Вот он. Тут, кстати, есть. Боже мой. Здание ЗАГСа. Полиграфия. Смотрите, какой здесь тротуар деревянный, как раньше были. Полиграфия Арт-Алгыс. В таком вот стиле сделано. Ну и здание ЗАГСа. Здесь свадьбы проходят, а также различные регистрации рождения и так далее. Так, и вот мы с вами выходим в старый город. Вот каким Якутск когда-то выглядел в 19 веке, в начале 19-м, начале 20-го. Вот остроги. Вот такие вот. Стена была, соответственно, из бруса. И вот здесь вот Преображенская церковь. Вот она. Действующая. Кирова 5 это, кстати. Вон там барельеф, на нем изображен мужчина и женщина. Так, как мне тут пройти-то, а? Как мне тут перейти? Так, машины сигают, слушайте. Перехода я не вижу что-то здесь. Ну, сейчас вот, благо эти не ездят, машины можно пройти свободно. Вот Преображенская церковь. И тоже она отстроена. Была заново, она разрушенная была довольно-таки сильно.
все восстановлено заново. И здесь вот здание епархии, по-моему, вот здесь вот это вот двухэтажное в таком вот стиле. Вот мы так вот прогуливаемся с вами по исторической части города Якутска. Так, на ту сторону-то как мне перейти? Давайте вот так вот. Кстати, здесь интересно, смотрите, этими, как раньше выстилали вот таким образом дорога, такими чурками сделано. Да, это здесь находится у нас епархиальное управление Русская Православная Церковь Московского Патриархата Якутской и Ленской епархии. Надписи на якутском и русском языках. Тут тоже снега-то сколько. Что-то его не вывозят нынче. А, зато верба. Опять верба. Можно вербу вот здесь, смотрите. Верба пошла уже. Верба потихоньку. Почки, да, набухают. Здесь можно наблюдать. Вот этот участок дороги, как было раньше в городе. Асфальта же не было, и вот такими вот чурками выкладывали дорогу. Они деревянные. По-моему, это имитация. Уже не деревянная, а из чего-то они сделаны, из какого-то материала прочного. А раньше из дерева делали вот дорогу таким вот образом. Вот здесь тоже участок дороги вот так вот. Ну, здесь все выложено вот этой имитацией. А, вот, кстати, видно. Здесь подняли, что-то, видать, трубы какие-то копали. Это из камня, из какого-то бетона или что-то сделано, вылито такими круглыми штуками. Дом мечты, кстати, вот этот вот теремок. Видали, да? Дом мечты. Так, проходим дальше. Вот там вот, кстати, памятник основателя города Якутска. Вот стелла. И под ним памятник. 1632 год. Вот основание города Якутска. В этом году ему будет круглая дата. Сами считайте. Это ресторан «Ирбис». Он работает до 2 часов ночи. Кстати, вот этот ресторан. Тоже в таком старинном духе сделано. Смотрите, какая кованная, вот эти вот, как они называются, держится на чем. Это ресторан Махтал. Махтал. Во. 1632 год. Можно наблюдать вот там наверху. Год основания города Якутска. Стелла. Так, ну мы вот сюда сейчас пойдем еще. Это кружало, тоже вот созданное раньше. Как бы рынок был здесь, на этом месте. И воссоздали вот его. Там находятся магазины, находятся в основном ювелирные, народные промыслы, ювелирные. А здесь Махтал. Ресторан, магазин. Даже здесь забор, смотрите, как сделан.
Солидно, да? Впечатляет. Махтал. Центр якутской кухни. На этой площади обычно проходил раньше Масленица проходила. И в здании тоже в этом я снимал не один раз. Кружала. Вот. Банкетный зал здесь, ресторан есть тоже. Вон там еще один ресторан. Вот в этом здании. Дикая утка называется. Дикая утка. Мы сейчас вот сюда пройдем. Вот здесь смотрите какие. Это, по-моему, деревянные, самые настоящие. Они уже пошли. Разрушаются. А здесь вот такие большие. Ну, машин сюда что-то понаехало целая куча. Видать, проезд есть. Обычно там шлагбаум, и тут уже не проехать обычной машине. Но сейчас открыли шлагбаум, и поэтому можно заехать на личном транспорте. Так, а здесь у нас тоже старинный дом. Музей истории города Якутска, кстати, вот это вот. Кого интересует. Музей истории города Якутска. Вот он до 6 часов работает. Так, надо масочку. Улица Амосова, 1/1. С 10 до 6 часов. Идет реконструкция экспозиции. Он сейчас и не работает. Ну, зато здесь вот такие вот ставни. Смотрите, как все выглядело раньше. Там отрезная такая. Как это вдоль крыши идет. Видно, да? Раньше красиво все-таки дома делали. Что-то старались, да? Узорчики всякие. А потом стали упрощать. Улица Амосова, 3/4. Тоже такие кучи, березки. Так, давайте сюда пройдем. Метона. Здание Метона. Вот тоже это созданное. Что там находится? Магазин какой-то, что ли? Или оно продавалось? Так, а с этой стороны вот это здание. Это уже историческое здание. Памятник Амосову. И сзади, это здесь, короче, было, сниму, дом, в котором жил Амосов Максим Кирович, партийный государственный деятель республики. Мемориальный дом-музей Амосова. Фотографии какие-то, 1922. Вот образование, дата образования республики. Вот там тоже музей, туда можно тоже сходить и посмотреть, если кого история республики, города интересует. Ну, а это что у нас такое? Метона. Люди ходят, не ходят, я смотрю. Что здесь находится? ООО Майтона. Ух ты. Даже у них какой интересный этот ящичек висит в старом стиле. Да, но это все перестроено уже. Смотрите, тут уже сваи. Ну, они, по сути дела, на своих местах эти здания стоят, как и раньше были. Просто они перестроены. Это тоже здание
историческая. А, тут смотрите, какой забор-то, ё-моё, ворота какие. Обалденные, забор тоже обалденный. Амурского 12/1. Еще если сюда повернуть, там видно будет этот участок. Можно вон туда пройти, кстати. Здесь контакт-бар. Мемориальные доски везде. Контакт-бар. Что за контакт-бар еще? СРГ. Вот это вот. Смотрите, как ворота и делали сверху такое, это крышу такую интересную. Раньше, чтобы, видать, защитить сами ворота от осадков. Здесь тоже вот эти здания. Аржакова 5. Здесь находится дом мечты, центр недвижимости фирмы. Вот она, в таком домике находится автопрокат. Также есть здесь караоке, бар или ресторан, что-то вот в этом доме. Так, мы вот такую небольшую площадь выходим. Вот видим здесь памятник Аржакову. И здесь в том числе мы можем наблюдать вот это вот старинное жилище. В таких вот домах раньше жили. Смотрите, как интересно. Вот в таких домах раньше жили. У него даже адрес есть: Аржакова 5А. Такой заборчик прикольный. Да. Местечко, конечно, такое интересное. Аржаков. Вот памятник Аржакову. Сейчас прочитаем, кто это такой был. Ну, я вижу у него кепка и там звезда. Сапоги. Угу. То есть это у нас уже после революции, да? Что произошло? Степан Максимович Аржаков, видный государственный деятель, инициатор автономии Якутии, годы жизни 1899-1942. Вот. Инициатор автономии Якутии. То есть вот благодаря в том числе и Аржакову вот республика получила автономию в 1922 году. Получается, он был одним из руководителей. Смотрите, у него это тут что? Маузер или что такая, кобура, да? Интересно. Так, разворачиваемся. Улица, кстати, вот это Аржакова. Смотрите, она какая. Здесь тоже старинные такие здания. Сейчас здесь магазин. Вот магазин швейцарских часов. Династия вот находится в этом здании. В этом деревянные швейцарские часы продают. Представляете, да? А мы с вами вот сюда пойдем еще раз, глянем на эту площадь. Вот она выглядит. Вот, пойдем дальше. Карло Пазолини. Магазин. Салон обуви. Я так понимаю, Италия. Да. Так, у меня все, слушайте. Все. Давайте прощаться. 2% у меня заряд. Пикнул он мне то, что все. Стрим надо заканчивать. Ну и вот таким вот образом. Так что
было приятно для вас поснимать, постримить. А вот тут вот указатель. Еще какой-то один магазин Москоте, улица Жакова, 1. И вот здесь вот тоже ресторан какой-то находится. Вот этот ТИЭ. Ну и вот это вот пропускная, да? Шлагбаум здесь, ну, он пропускает все машины. Ну и Китай город, вот тут еще какой-то, по-моему, вот 3А. Китай город. Что такое? Бистро. Это бистро. Бистро. И сейчас можно покушать, по идее. Ну и мы выходим. Вот здесь вот Комдрагме, тут сзади вот это здание. Там алмазная выставка есть интересная. Сокровищница Якутии. А это вот острог. Вот так. Там антикварная лавка должна находиться. Общество пороха. Антикварная лавка. Санкт-Петербург. Работает она, нет, я даже не знаю. Ну и вот это вот гостиница Тыгым Дархан. Вот здесь вот находится. А там площадь Ленина у нас. Ну, в общем-то, все. Всем пока. Будем прощаться. До новых встреч.